И моя трактовка именно связана с женственностью. Я реально ходила с корзиной и продавала эти пирожки. Ребенок вообще не понимал и не говорил по-якутски. Неужели я ошиблась в своем выборе? Что я здесь делаю? Я вот недавно развелась. Я в другом месте стреляю обычно. Заново, да? Да, еще. Так, ну с чего мы с вами начнем? Меня зовут Паулина, мне 28 лет. Я живу в городе Якутск. Я являюсь молодым предпринимателем, мамочкой и вообще в целом, как меня там вчера назвали в Инстаграме, self-made woman. Вставайте. Опоздали немножко. Да? Все, наверное, думают, что у меня каждое утро идеальное утро, сразу красивое просыпаюсь. Но на самом деле у нас очень суетливое оно. Начинается с поцелуев и истерик. И начинается каждый день марафон успеть все за 20 минут, за полчаса, это если повезет. Так, где его ботинки? Ой. Давай, Кель. Давай, красотки. Давай. В какой школе учишься? Аламай. Аламай? Это что за школа? Где там учат по саховой Ага. шить. Шить тоже. В общем, это частная школа, гендерная, национальная. Ну, именно с таким наклоном, сказать, с наклоном якутского языка, якутской культуры. Получается, у меня буквально полгода назад ребенок вообще не понимал и не говорил по-якутски. И мы, получается, я решила то, что детям обязательно нужно знать свой родной язык, свою культуру, и, получается, перевела ее в частную школу. Сын тоже ходит в садик той же школы. То есть у меня именно была цель, чтобы мои дети начали понимать и говорить на родном. Ага. Скажи, пока-пока скажи. Ага. Пока-пока скажи. Ну, я считаю, якутский язык, он такой непростой. Даже я не могу сказать, что я говорю в совершенстве. Но все-таки детский мозг, он так устроен, то, что очень быстро схватывает, все быстро запоминает, что у меня дочка даже сейчас вот спустя полгода уже выучила Олампо. Там хаптанаварара и оно хэби кысаттыгар күстэх лохта керенинехлова тура тебенен туамай атахар турара и. Молодец. Это вот отрывок. Частично не учат с класса, на самом деле Олампо вообще очень такое длительное чтение, да? Полчаса могут люди сидеть и читать Олампо. У меня брат занимался этим профессионально, он вообще там по 30 минут мог сидеть и рассказывать что-то. Побежали, давай. Мы жестко опаздываем, Соня. Ты дельбир забыла, Соня. Я дельбир принесу. Здравствуйте. Хорошо, беги. Предпринимательская жилка, она у меня была всегда. Этому меня научила моя бабушка. Мы с ней могли напечь пирожков, и она меня в 10 лет могла просто вот так пустить в парк и иди продавай пирожки. Я реально ходила с корзиной и продавала эти пирожки. Очень успешно, у меня очень хорошо получалось. А потом, это мне где-то вот лет 8-10, наверное, было. Я тогда уже заработала свои первые деньги. Я помню, на что я их потратила. Я купила очки для отца, для зрения. Я помню, у него как раз очки сломались. На данный момент я являюсь, ну как сказать, у меня язык, правда, не поворачивается, но я себя заставлю. Я блогер. Ну, не блогер, да, блогер. То есть, если уже есть какая-то аудитория, да, инфлюенсер, блогер. Но сейчас у меня он уже более такой монетизированный. И моя трактовка именно связана с женственностью. Как принять себя. Потому что
Я тоже такая же обычная девчонка, как и многие. То есть выросла, тоже стеснялась чего-то своего, и путем сопротивления там каких-то обстоятельств я, ну, как бы все равно развиваешься через переступление, через себя ты идешь к какому-то определенному развитию. Ну все, сейчас буду отрабатывать завтрак. Что есть? Раньше я, получается, обожала силовые нагрузки, но со временем, слушая свое тело, я предпочла более такие лайтовые тренировки. Все-таки я поняла, что не быть мне фитоняшкой, а достаточно того, что я буду в тонусе. Поэтому выбираю такие занятия, как плавание, танцы и кардио. Этого достаточно, чтобы просто быть в форме. Далее мы едем в следующее очень интересное место. Там я тоже очень хорошо расслабляюсь и собираюсь с мыслями. Если мне нужно переварить какие-то мысли, то я обязательно еду туда. Где заходи? У тебя есть паспорт? Паспорт? Да. Там по паспорту. А удостоверение многодетности не подойдет? Чисто визуализация, представляешь? Да. Ну, это было дело. Я тоже так делала. Есть же такая практика, да? Часто тут бываешь? Ну, я здесь вообще я в другом месте стреляю обычно. Ну, раньше, по крайней мере. Обычно стреляешь? Это звучит как-то так. Да. Грозно. Часто. Забыла вам представить Нургуяну. Это тоже участница данного проекта. Мы здесь с ней познакомились и узнали, что у нас очень много общего. И мы решили провести наше знакомство в таком необычном формате, ну как необычном, для женщины народа Саха вполне себе обычном, в тире, в стрелковом тире войны. Давайте то, что красиво. Да? Боже мой! Видали? Какова красота. Ну это последний, да, я опять поторопилась. У меня есть такое. Кончиком галочки целитесь в центр мишени. И максимально плавно нажимаете. Чем плавнее, тем точнее. Так резко нажимать не надо. Я в курсе. Ноги пошире. Ну, очень круто, что сказать, это все равно как вывод адреналина. По идее, это намного лучше, когда ты наедине, больше концентрации идет, и ты свои мысли как-то не сами по себе разрешаются. Я вот недавно развелась, и у меня сейчас тоже а-ля как Оля Бузова восстановление из пепла. В целом я показала не свой прям обыденный день, да, он обычно у меня в более серьезных делах. Сегодня я попыталась показать именно свой день, когда я больше для себя отдыхаю. Сейчас мы вот с утра сходили, получается, в зал, сходили в тир, и я дальше еду на свои личные другие проекты. Вечером мы с вами встретимся, я иду на спа, потом иду на встречу с девочками проекта. Там как раз мы ближе с ними познакомимся и распланируем наши совместные рабочие дни. И вот такая стильная, не такая яркая, наоборот, такая черная. Черная пантера. Ты знаешь, как я называю якутская Моника Белучи? Они сегодня мой брат сказал. Правда, что ли? Да. Я забыла. Ой, девочки, привет! Боже, как я давно вас не видела. Привет. 5 минут назад. Эй, всем привет! Привет! Такие красивые! Ты вообще как героиня, да? Да? Космическая, да. Как это выглядит? Если честно, когда я первый раз их увидела, я подумала, о боже,
неужели я ошиблась в своем выборе, что я здесь делаю? Не то, чтобы я почувствовала там себя лучше или как-то так, просто я почувствовала какую-то другую энергетику в плане того, что все были слишком нестандартные. Меня это напугало немножко. А сейчас, конечно, я уже их как-то проанализировав, просканировав, уже понимаю, что совсем другой смысл у них. В целом я вижу то, что девочки очень необычные, очень нестандартные, очень интересные. Мне даже вот, я начала их видеть, как будто они вот как книжки, и каждую книгу хочется открыть и почитать, что внутри. Я уверена, что в каждой из них очень интересная история есть. Я совсем буквально вот недавно сама почувствовала какую-то миссию свою, то, что у меня есть какое-то предназначение именно нести трансформацию в людях. И я поняла, почувствовала, что здесь я могу открыть вот это в себе и вообще показать людям, что есть потенциал. И каждый зритель может в каждой из нас найти себя и ответить на свои какие-то вопросы. Потому что у них нет такой свободы, как у нас. Вот мы, допустим, да, если нам тяжело, мы куда едем? Природа. Да, на реку. Природа, да. Свободно. Чистый разум. Да. Куда хотим, туда едем. Вообще свободно. Где хотим, там и паркуемся, оставляем машину, Да. разжигаем костер, встречаемся с подругами, да? Тут же нет таких Да. разных владений. Просто поехала на природу, подышала, босиком походила землю, и все, и ты пришла, вернулась. Вот сейчас, допустим, ледоход идет, да? Все же оладьями кормим мы реку, да? Как будто свои печали отпускаем, желания загадываем. И ты хоп, и опять в ресурсе, и тебе не надо, а там, мне кажется, очень все. Все в сборе. Может, начнем наше официальное открытие этого проекта. Первый день начался с меня, с Паулины. И я хочу поднять тост. В первую очередь это организаторам. Кто нюхает? Кому пришла такая идея? Думаю, что это самая безобидная серия в истории этого проекта. Надеюсь, там будет больше интриги, больше вот этого вот там и так далее. И мы будем самыми безобидными такими няшками. Самый денях на рынке Кыргызстана, да? История началась с них. Да. Ну вот, давайте объявляю вот этот проект открытым. Ура! Давайте делаем с открытием. Тут надо было уруй, Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Но проект «Якутяночка» — это мой проект. Я автор, и в мою светлую голову пришла эта идея, чтобы через призму девочек, таких красивых, таких уникальных, особенных, современных и талантливых, мы показали быт, культуру народа Саха, проживающего в самой холодной точке мира. И хочу показать, и огромное желание есть, чтобы нас мир увидел, услышал и обратил на нас внимание. Ты будешь искать женщину на маму похожую? Но он научил меня читать следы животных. Дар у меня с рождения. Мой клан — это приют. Ты морально готовишься к материнству. Пережила 7 выкидышей. Дают ли твои духи разрешение мне? И я уже чувствую изменения по телу.